Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На этой неделе в Якутске началась ежегодная традиционная 27-я республиканская научно-практическая конференция молодых исследователей имени академика Ларионова «Шаг в будущее». Оценивать работы будут экспертные советы, куда входят ведущие ученые, преподаватели, аспиранты вузов и научных институтов. Наша гостья Милана Федотова, директор учебно-научного центра «Университетский лицей» СВФУ, член оргкомитета конференции «Шаг в будущее». Милана Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сколько направлений науки, секций, подсекций в настоящее время в программе конференции «Шаг в будущее», и сколько было в самом начале? Ну, я хочу сказать о том, что первая конференция, как мы все знаем, она проходила в 1996 году, и на первой конференции было 4 у нас секции. Уже на второй конференции было 6 секций, и в настоящее время у нас 12 секций и 39 подсекций. Практически ежегодно в последние годы у нас увеличивается количество подсекций, потому что появляются новые направления, да, и старые направления трансформируются. Например, подсекция, которая называлась робототехника, в этом году называется сквозные цифровые технологии, то есть она расширяется, углубляется и уточняется. Какие у вас наблюдения по уровню и качеству научных изысканий ребят со временем? Если говорить в течение 27 лет, конечно, темы научных исследований, темы научных проектов, они намного расширились, и изменение уровня работ прежде всего зависит от уровня, скажем так, развития техники, технологий, инструментария исследований, да, уровня научных руководителей, опыта научных руководителей и, конечно же, личного вклада детей. Я хочу сказать о том, что наша конференция, она не просто конференция, это конференция-конкурс молодых исследователей, поэтому наряду с научными исследованиями, учебными исследованиями наши юные исследователи могут представить и практикоориентированные проекты, какие-то, значит, нематериальные, значит, интеллектуальные, допустим, сайты, какие-то разработки. Также это могут быть и макеты, механизмы, да? То есть на самом-то деле мы привыкли называть конференцию «Шаг в будущее», хотя мы называем конференция, но это больше, чем конференция, это конкурс, праздник для молодых исследователей, где они могут представить результаты своей работы. А вот что влияет на популярность тем исследований у школьников? Вы абсолютно правильно заметили, что каждый год мы видим, что какая-то тема становится на пике, да, популярности. И так как наши молодые исследователи живут в современном мире, они стараются отвечать на глобальные проблемы, которые возникают перед человечеством, проблемы, которые нужно решить либо в России, либо в нашем регионе, либо в отдельно взятой местности. Да? Например, бывают проблемы, которые получают популярность, связанные, допустим, с экологической ситуацией. Да? Если мы из СМИ видим, что есть какие-то экологические проблемы, наши дети начинают изучать. А вот у нас в местности, допустим, озеро есть. Да? Как влияет то, что у нас около озера, какое-то предприятие стоит или еще что-то, какой там химический состав. Дальше, допустим, изменение климата влияет на то, чтобы у нас появляются новые виды, допустим, растений или животных, птицы перелетные какие-то, да, новые появляются. Конечно же, это все у нас получается, что и тематика наших детей, исследований изменяется и увеличивается. Но прежде всего тематика наших детей меняется не только от глобальных проблем, да, но и от уровня развития техники, технологий и информационных систем. Если раньше мы даже не могли себе представить, да, на первых 2, 3, 4, даже 5 конференциях, что наши дети будут создавать уже сайты, какие-то готовые мобильные приложения, да, вот этого раньше не было. А мы сейчас это например, зачастую видим. И, например, так как наши дети живут
здесь и сейчас, они видят, как трансформируется окружающая среда, как трансформируется ландшафт, и появляются новые работы, связанные с архитектурным дизайном пространств, которые их окружают. Ну, поэтому надо сказать о том, что как только вот идет развитие в науке, в технологии, в мыслях, да, наши дети тоже стараются решать эти проблемы, возможно, у себя, ну, в какой-то маленькой области. Ну вот вы как раз заговорили о развитии технологий, да, о создании каких-то сайтов. Сейчас очень популярны стартапы, предпринимательская деятельность. Вот есть ли такие проекты и как вы их продвигаете? Да, действительно, на некоторых секциях такие проекты у нас бывают. Это прежде всего по секции экономические науки, это прежде всего по секции сельскохозяйственные науки, информационные ресурсы, да, и, например, декоративно-прикладное искусство. Бывает так, что ребенок может предложить стартап, может предложить модель стартапа, да, или может предложить мобильное приложение, которое будет решать какие-то проблемы. Да. И такие работы, они должны быть, и, конечно, их поддерживают. Вы прекрасно знаете о том, что эту конференцию проводит Министерство образования и науки нашей республики совместно с Малой академией наук, да, в коллаборации с Северо-Восточным федеральным университетом и научно-исследовательскими институтами СОРАН. Но в то же время надо сказать о том, что в последние годы вливаются и предприятия, которые являются, значит, например, министерство, предприятия по IT-отрасли, по экономике, да, и поэтому появляются в последние годы именно смены, например, специализированные смены на базе Малой академии наук по IT-отрасли, допустим, да, и эти смены работают как IT-акселераторы или преакселераторы, причем победители этих акселераторов получают финансовую поддержку для того, чтобы вот эти стартапы или проекты продвигались. Ну, кроме того, что не только вот по IT-отрасли, да, но и в принципе по всем интересным проектам. Мы видим, как у нас развивается Малая академия наук, у нас появились смены, связанные и с креативными, творческими индустриями. Да. Если мы всегда слышим о том, что наши айтишники замечательные, то у нас уникальное кино, да, и, соответственно, наши дети тоже стараются и в IT-отрасли преуспеть, и в создании, возможно, каких-то фильмов или, вот, допустим, даже вот маленьких мультфильмов. Они, конечно, поддерживаются, но пока на уровне вот как раз смен и поддержки вот Малой академии наук. Ну, вообще, конечно, хочу сказать о том, что если ребенок хочет именно продвигать или создать какой-то стартап, или какое-то вот предприятие, или вот проект, он должен обратить внимание, как все-таки вот он должен и куда он должен обратиться, чтобы тему выбрать, исследования или проекты. Да? И как раз Малая академия наук и Северо-Восточный федеральный университет являются организаторами, и они проводят несколько, скажем так, мероприятий, например, «Сириус лето», или «Начни свой проект», да, в которых индустриальные партнеры могут давать уже реальные задачи, которые посильны нашим детям. И проходя через эти смены, проходя через, скажем так, специальное обучение, тренинги в якутской, ЯМИШ, Якутская международная интеллектуальная школа, да, или, допустим, разные вот смены, которые в Малой академии наук проводятся, экспресс, скажем так, темы, они могут решать и дальше развивать и создавать, хотя бы учиться создавать свои стартапы. Ну вот, наверное, лучшим результатом может быть это, наверное, выделение средств, да, на реализацию проекта. Да? Но вот по итогам конференции «Шаг в будущее», каким образом вы отмечаете успехи участников? Ну, на самом-то деле традиционная конференция-конкурс не может обходиться без призеров и победителей. Да? Самые главные призеры, это самые главные победители, это у нас получаются лауреаты. По каждой подсекции есть один лауреат. И дальше у нас идут дипломанты первой, второй, третьей степени. Это вот
просто награды получаются. Кроме этого, значит, у нас есть, значит, 10 именных стипендий, именных стипендий Национального фонда возрождения Баргары. И, значит, конечно же, есть по каждой секции рекомендации на дальнейшее участие во всероссийских конференциях. Это как поощрение, да? Но то, что дает еще, кроме вот этого, призерам и победителям, эта конференция. Во-первых, дает возможность каждому призеру и победителю, ребенку, да, зарегистрироваться на сайте, который называется talant.rf, для того, чтобы подать заявку на получение премии президента Российской Федерации. Это раз. Второе, да, каждый призер и победитель может подать заявку не только на стипендию президента Российской Федерации, да, но может подать заявку для того, чтобы стать действительным членом или членом-корреспондентом Малой Академии Наук. Это тоже ежегодное, скажем так, мероприятие, и подать заявку можно через сайт Малой Академии Наук, и в этом году тоже вот с февраля будет стартовать такое мероприятие. Но самое главное, так как в этом году, так же как и в прошлом году, конференция вошла в перечень мероприятий Министерства просвещения, есть два главных момента. Первый момент. Выпускники текущего года, то есть 11 классы, которые стали призерами и победителями на конференции, могут получить дополнительные баллы индивидуальных достижений при поступлении в вузы. Сколько, где баллы даются, это можно уточнить на сайте вуза именно в правилах приема. И я бы хотела сказать о том, что призер и победитель – это уже большой статус. Это дает мотивацию ребенку дальше развиваться, дальше развивать свой проект и выступать на различных всероссийских конференциях. И так как есть еще и конкурс докладов на английском языке, те призеры и победители конкурса докладов на английском языке, они будут также в команде нашей республики принимать участие на международных конференциях. Ну, действительно, очень серьезные перспективы открываются перед участниками конференции. Но вот в завершении нашего разговора, что бы вы пожелали участникам нынешним, ну и, может быть, будущим? Ну, я хочу пожелать участникам, прежде всего, крепкого здоровья, да? Хочу пожелать, чтобы у них вот этот огонек, который зажегся при исследовательской работе, он никогда не угасал, чтобы они научились ставить правильные цели и научились достигать этих целей. Ну что, успехов, и, значит, надо, конечно же, всегда дерзать и искать новое. Милана Егоровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешных конференций, ну и реализации как можно больше проектов на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.